Мгм. Жақсы. Бастай берсеңіз болады. Здравствуйте, дорогие коллеги, слушатели. Сегодняшняя тема статьи «Аэрация легких при отсроченном зажиме пуповины. Нет ли дополнительных преимуществ у детей, родившихся недоношенными?» Авторы данной статьи являются Сатьяна Лакшми Симха, доктор медицинских наук, профессор, в настоящее время заведующий кафедрой педиатрии, главный педиатр детской больницы Калифорнийского университета в Дэвисе. Вторая соавтор у нас Ола Саукстад, тоже профессор педиатрии, приглашенный научный сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Франциско, профессор педиатрии, доктор философии университета Осло. Максим Авента, профессор педиатрии и неонатологии в университете Политехнической больницы Лафе, а также председатель Европейского совета по неонатологии и член исполнительного комитета Европейского общества педиатрических исследований. Данная статья была опубликована в 2023 году в апреле в журнале Journal Pediatrics. Это международный рецензируемый журнал, который продвигает педиатрические исследования и служит практическим руководством для педиатров, которые управляют здоровьем, диагностируют и лечат расстройства у младенцев, детей и подростков. Журнал с 1932 года публикует оригинальные работы, основанные на стандартах совершенства и экспертной оценки. Журнал стремится опубликовать высококачественные оригинальные статьи, которые немедленно применимы к практике. План презентации. Отсроченное или отложенное пережатие пуповины в настоящее время рекомендовано несколькими национальными и международными организациями для новорожденных, родившихся в срок и до срока и в срок, не нуждающихся в немедленной реанимации. Цель данной редакционной статьи – критически проанализировать некоторые недавние исследования, которые ставят под сомнение гематологические и гемодинамические преимущества аэрации легких при отсроченном зажиме пуповины и внести свой вклад в прояснение этого противоречия. Зажим пуповины на основе физиологии означает отсроченный зажим пуповины, который не зависит исключительно от времени, а основывается на физиологии и зажимается после аэрации легких. Преимущество аэрации легких, преимущество отсроченного зажатия пуповины, дыхательные, гематологические и гемодинамические. Как вы видите в рисунке, приведены преимущества. Первый рисунок у нас дыхательный. Венозный возврат красными линиями смешивается с легочным венозным возвратом, синяя линия, в левом предсердии. А комбинированное насыщение при дуктальном аорте показано розовой линией. Из-за продолжающегося вклада пупочно-венозного возврата при отсроченном зажиме пуповины предуктальная сатурация имеет тенденцию быть выше при отсроченном зажиме пуповины по сравнению с ранним зажимом пуповины. Гемодинамическое преимущество, Б-рисунок. Источниками преднагрузки левого желудочка в период вынашивания плода является пупочно-венозный возврат, красная линия, и легочной-венозный возврат. Комбинированный поток показан розовой линией. Раннее пережатие пуповины до аэрации легких теоретически может снизить преднагрузку левого желудочка и вызвать нарушение гемодинамики. Гематологические преимущества рисунок С. При раннем пережатии пуповины значительная часть объема фетоплацентарной крови остается в плаценте. При отсроченном зажиме пуповины остаточный объем плацентарной крови меньше, а объем крови новорожденного больше, что приводит к увеличению гематокрита и запасов железа. Тут приведены сплошные линии, показывают отсроченное зажатие пуповины, а дефисные линии – раннее зажатие пуповины. В этом слайде у нас Невилл и другие авторы Новой Зеландии в 2023 году провели исследование. Они оценивают гематологическую пользу аэрации легких при отсроченном зажиме пуповины. Одноцентровом рандомизированном исследовании 113 младенцев, родившихся недоношенными, на сроке беременности менее 31 недели и не имевших регулярного дыхания к 15 секунде после рождения. В этом исследовании младенцы, родившиеся недоношенными, подверглись отсроченному пережатию пуповины через 50 секунд после рождения.
между 20 и 50 секундами после рождения. Пока сохранялось плацентарное кровообращение, группа вмешательства получала вентиляцию под положительным давлением, 30% кислород, а контрольная группа – стимуляцию без дыхания поддержка. Не было отмечено разницы в первичном исходе получения трансфузии. Как вы видите, 28 против 30%, группа вмешательства и контроля. Или объеме полученной крови, медиана 41 против 34 мл на килограмм. Не было разницы и в краткосрочных результатах, то есть сатурация через 5 минут. Или в комбинированном исходе смерть, тяжелое внутрижелудочковое кровоизлияние или хроническое заболевание легких. Эм, Хотя небольшой размер выборки не позволяет нам сделать окончательные выводы, похоже, что отсроченное зажатие пуповины плюс аэрация легких с помощью под положительным давлением не дают дополнительных гематологических или других преимуществ по сравнению со срочным зажатием пуповины со стимуляцией у недоношенных детей, не дышащих при рождении. Гемодинамические преимущества аэрации легких при отсроченном зажиме. Первый у нас рисунок. Бат и другие авторы, австралийские авторы в 2013 году рандомизировали 12 ягнят, родившихся недоношенными. Первая группа подверглась ранним пережатиям, зажим пуповины с последующей 120-секундной задержкой в проведении под положительным давлением вентиляции. А вторая группа – отсроченное зажатие пуповины под положительным давлением вентиляции с интактной пуповиной в течение 3-4 минут с последующим зажатием пуповины. В этом исследовании у ягнят, которым пуповину зажимали первыми, наблюдалось заметное снижение ЧСС и объема выброса правого желудочка во время 120-секундный период отсутствия вентиляции. После вентиляции частично восстановила ЧСС и выброса правого желудочка. В группе с вентиляцией, вторая группа у нас, с вентиляцией гемодинамика была стабильной после зажатия пуповины и устойчивое увеличение легочного кровотока в течение 30-минутного периода исследования. Это исследование демонстрировало преимущество увеличения легочного венозного возврата путем вентиляции до прерывания пупочно-венозного возврата путем пережатия пуповины. Задержка 120 секунд начала ППВ у анестезированных ягнят без спонтанного дыхания, вероятно, не имеет клинического значения для большинства младенцев, родившихся недоношенными. Аналогично, 3-4 минуты под положительным давлением вентиляция при неповрежденной пуповине практически не имеют значения в родильном зале, особенно при родах путем кесарево сечения. Такой дизайн обследования подчеркивает различие между физиологическим зажатием пуповины и ранним зажатием пуповины. Вторая у нас в виде Б рисунка приведено Смолич и Кенна, австралийские авторы в 2022 году провели тоже ягнят, 20 ягнят, родившихся недоношенными. Основные различия между этими двумя исследованиями заключалось во времени после пережатия пуповины до начала под положительным давлением вентиляции в группе с ранним пережатием пуповины. Этот промежуток составил 120 в исследовании БАТ и других авторов, 40 секунд в исследовании Смолич и Кенна. Схема реанимации, адаптированной Смоличем и Кенной, в большой степени соответствует рекомендациям по реанимации новорожденных, в которых подчеркивается необходимость раннего ППВ, то есть под положительным давлением вентиляции, при наличии брадикардии и неадекватных дыхательных усилий. Временный разрыв между зажимом пуповины и вентиляцией 40 секунд при раннем зажиме пуповины у ягнят в среднем 97 секунд вентиляции перед зажимом пуповины при физиологическом зажиме, ближе к клинической практике. Используя этот подход, Смольч и Кенна не наблюдали больших перинатальных гемодинамических колебаний у ягнят, чьи пуповины пережаты раньше, а также не заметили устойчивого увеличения выброса правого желудочка при физиологическом пережатии. Как и в случае БАТ и других авторов, наблюдалось увеличение энцефалического кровотока при раннем пережатии пуповины и увеличение выброса правого желудочка при физиологическом пережатии пуповины.
Однако в исследовании Смолича и Кенны эти изменения были переходящими и практически не отличались по гемодинамике после 5 минут после рождения. Видовые различия между ягнятами и людьми создают трудности при применении исследований на ягнятах к клиническим испытаниям на людях. У человека большая дисковидная плацента, а маточная тяжесть способствует переливанию крови от плаценты к плоду. В отличие от этого, плацента ягнят имеет множество то есть овец имеет множество дискретных плодных котеледонов и материнских карункулов. Во время кесарево сечения под общей анестезией матка находится в атоническом состоянии. Более того, ягнята находятся в состоянии седации под материнской анестезией с минимальным количеством спонтанных родов. То есть иногда может не ответить на дыхание, вентиляцию дыхания, даже на стимуляцию. Это у нас сравнительные таблицы Смольча Кена и других авторов, сравнительные таблицы в более расширенном виде. Таким образом, в результате Смольч и Кена, которые показывают отсутствие значительной гемодинамической разницы между физиологическим и ранним зажимом пуповины, вероятно, более применимы с точки зрения разрыва во времени между рождением и началом под положительным давлением вентиляции к большинству младенцев, родившихся недоношенными в родильном зале. Эти результаты вызвали большой энтузиазм и привели к проведению нескольких рандомизированных и контролируемых исследований, включая текущие исследования VenFirst. Испытание VenFirst – это исследование вспомогательной вентиляции легких при отсроченном зажиме пуповины с первичным результатом в виде ВЖК к 7-10 дней после рождения. В ходе этого исследования 90-40 младенцев, родившихся крайне недоношенными, 23-28 недель гестации, рандомизированы в стандартную группу, то есть отсрочка зажима пуповины на 30-60 секундах, или VenFirst, вторая группа, то есть непрерывное положительное давление в дыхательных путях перед отсрочкой зажима пуповины. Стандартная часть исследования включает пережатие пуповины на 30 секунде, и если младенец плохо дышит. Если ребенок дышит хорошо, пережатие пуповины происходит при 60 секундах. Экспериментальная группа получает отложенный зажим пуповины на 120 секунде, если младенцы с плохим дыханием получают ППВ, вентиляцию под положительным давлением через лицевую маску в течение 30 секунд, а младенцы с хорошим дыханием получают СИПАП через лицевую маску в течение 30 секунд. В этом исследовании сравнивается как объем вентиляционной помощи, так и продолжительность отсроченного пережатия пуповины у младенцев, родившихся недоношенными. Клинические испытания, сравнивающие отсроченное зажатие пуповины или физиологические зажатия пуповины с ранним зажатием, продемонстрировали преимущество отсроченного зажатия пуповины, но не выявили дополнительных преимуществ аэрации легких при отсроченном зажатии пуповины. Тут приведены 4 исследования. Первое у нас Непкорт и Андерсон исследование. Тут рандомизировали 222 депрессивных младенца, родившихся в Непале в поздние сроки, которые не отвечали на первоначальную стимуляцию для раннего зажима пуповины с последующей реанимацией или отсроченного зажима пуповины в течение не менее 180 секунд в повторном реанимационном мероприятии. Младенцы в группе срочный зажим пуповины имели более высокие показатели сатурации и оценки по шкале Апгар. Интересно, что отсроченное пережатие пуповины было связано с более низкой частотой по сравнению с группой раннего пережатия пуповины. Вторая у нас Дюле и другие авторы провели рандомизированное исследование. 276 младенцев, родившихся недоношенными, подверглись отсроченному зажиму пуповины 120 секунд по сравнению с ранним зажимом 20 секунд. Разницы в частоте возникновения ВЖК не было, а смертность между группами существенно не различалась. В обоих этих исследованиях отсрочка от зажима пуповины зависела преимущественно от времени и не основывалась на аэрации легких. Третье у нас Бадурдин и другие авторы опубликовали результаты рандомизированного исследования физиологического зажима пуповины
с ранним зажимом пуповины. 123 младенца, 32 недели гестации, требующих реанимации. Тщательное внимание уделялось обеспечению аэрации легких перед пережатием пуповины в группе с физиологическим зажимом пуповины. У младенцев, которым требовалась вентиляция, пережатие пуповины откладывалось на 120 секунд. Как и планировалось, пережатие пуповины произошло раньше в группе раннего пережатия пуповины по сравнению с группой отложенного пережатия. Большинство младенцев имели спонтанное дыхание и реагировали на стимуляцию, что свидетельствует о легкой степени компромиссии. Разницы в первичном результате ЧСС на первой и второй минуте между группами не было. Этот результат, вероятно, был выбран на основании брадикардии, наблюдавшихся в исследовании БАТ у ягнят. Большому числу младенцев в группе по физиологическим и ранним зажимам пуповины потребовалась вентиляция легких под положительным давлением. Разницы младенцев в группе интенсивной терапии не было. Оправдывая использование ЧСС в качестве первичного результата, четвертый у нас поделают другие авторы, отметили более высокую частоту сердечных сокращений в течение первых 2 минут при отсроченном зажиме пуповины по сравнению с исторически сложившимся контрольным значением при раннем зажиме пуповины. Интересно, что 2-3 раза из Непала сообщили о более высокой сатурации, но более низкой ЧСС. Мы предполагаем, что большой объем крови после отсроченного пережатия пуповины у вагинальных рожениц с высокой частотой спонтанного дыхания может привести к лучшей преднагрузке левого желудочка, что приведет к снижению частоты сердечных сокращений. Эти данные свидетельствуют о том, что частота сердечных сокращений на 60-120 секунд может быть оптимальной первичной конечной точкой для исследований, оценивающих физиологический метод пережатия пуповины. Это у нас проведены были исследования. Идеальный промежуток времени между зажимом пуповины и началом вентиляции легких в моделях недоношенных ягнят, имитирующих преждевременные роды, у человека является предметом споров. Среднее время до начала ППВ, под положительным давлением вентиляции, и СИПАП, и время эффективной аэрации легких, то есть о чем свидетельствует изменение цвета прибора PEDICAP, то есть колориметрический детектор СО2 или увеличение сатурации, по результатам многочисленных исследований, представленных в таблице 2. Эти результаты свидетельствуют о том, что хотя начать вентиляцию под положительным давлением можно в течение 30 секунд, эффективная вентиляция легких с изменением цвета PEDICAP, то есть повышение сатурации СО2, понижением и улучшением частоты сердечных сокращений, занимает несколько минут. В отличие от этого, под положительным давлением вентиляция, проводимая через трахеальную трубку с манжетой, почти всегда эффективно вентилирует легкие у ягнят, в отличие от масочного ППВ у младенцев, родившихся недоношенными. Выводы. У здоровых младенцев, родившихся в срок, кожная стимуляция и другие факторы вызывают активный плач. И аэрация легких происходит вскоре после рождения, когда пупочно-венозный возврат еще способствует преднагрузке левого желудочка. Аналогично, у детей, родившихся недоношенными и не испытывающих тяжелой асфиксии, дыхание спонтанной или ответной стимуляции столь же эффективно, как и под положительным давлением вентиляция во время отсроченного пережатия пуповины, и может способствовать гемодинамическому переходу. Возможно, что недоношенные младенцы с выраженной депрессией или асфиксией могут получить, как ягнята в исследовании БАТ и Невилл, могут получить потенциальную пользу от физиологического пережатия пуповины, то есть аэрация легких при отсроченном пережатии. Кроме того, способ родоразрешения, материнская анестезия и характер вентиляции легких новорожденного могут повлиять на гемодинамические последствия отсроченного пережатия пуповины. Мы с нетерпением ждем результатов многоцентрового испытания VENFIRST, которые помогут нам определить оптимальное первое вмешательство, пережатие пуповины или вентиляция при интактной пуповине, при введении новорожденных, родившихся в экстремально ранние сроки.
До получения результатов таких исследований возможно будет разумно стимулировать младенцев, родившихся раньше срока, во время отложенного пережатия пуповины, чтобы вызвать спонтанное дыхание и сосредоточиться при необходимости под положительным давлением вентиляции или СИПАП после пережатия пуповины в клинических условиях вне рандомизированных исследований. Вы Спасибо за внимание. Мгм. Спасибо большое. Благодарю, Назым. Коллеги, у вас есть вопросы? Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, микрофондарыңыз қосып айтсаңыздар болады, қойсаңыздар болады, немесе чатқа жазсаңыздар болады. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, егер сұрақтарыңыз болмаса, Назым, сізге алғысымыз шексіз, өте пайдалы, қажетті ақпарат болды деп ойлаймын. Бұл видео, бұл доклад бізде видео түрінде YouTube каналына салынатын болады, сол жақтан қайталап көрсеңіздер болады. Келесі апта кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.